Дуслар салям. Вы на канале YouTube Татарочки. Меня зовут Алсу Хафиз, за камерой Айнур Ахметов. Салям, Дуслар. Это 5-й выпуск, в котором мы продолжим рассказывать про тюрков. Сегодня мы поговорим о народах численностью от 100 до 300 тысяч человек. И еще раз на этом месте я не устану повторять, что мы берем среднее число, средняя температура по больнице, цифры, которые отображены в русской Википедии, просто чтобы на них ориентироваться. Да, потому что вы часто пишете, что нет, там, не так, что-то, еще что-то. Что нас намного больше. Ну, кто-то думает, что и татар 10 миллионов. Ну, удачи. Есть, я видел, что 50 миллионов татар. Ух ты, как быстро размножаются татары. Наверное, почкование. Если вам интересна эта тема, обязательно посмотрите наши предыдущие ролики на эту тему. Ну, а если вы хотите поддержать канал, то переходите в описании под этим видео. Там написаны все ссылки, явки и пароли, как вы можете нам помочь. Вы можете помочь рублем, физически скинуть рубли на нашу российскую карту, либо на нашу турецкую карту. Там лиры. Лирами тоже можно помогать. Расширить это видео в своих социальных сетях, поставить ему лайк и оставить комментарий. И обязательно подписаться на этот канал. Поехали! Первый народ, о котором мы поговорим в этом ролике, это нагайцы. Они проживают у нас в основном на Северном Кавказе, в Дагестане, в Ставропольском крае и в Астрахани. Но много нагайцев проживает на территории современной Турции. Поэтому мы не можем знать точно их количество. А мы рассказывали, что в Турции не считают национальности. Да. Нагайский язык государственный в Дагестане и в Карачаево-Черкесии. У него была такая же судьба, как практически у всех тюркских языков. Сначала писали арабскими символами, потом перешли на латиницу и сейчас используют кириллицу. И вот в одном из выпусков мы уже рассказывали, что в Дагестане, например, тот же самый ГТРК Дагестан выпускает передачи на всех языках, которые признаны государственными в республике, в том числе на нагайском языке. Кроме того, в Дагестане есть газеты, которые выпускаются на нагайском языке. В Карачаево-Черкесии выпускаются газеты и даже детские журналы. По-моему, это прекрасно. Не каждый тюркский язык может похвастаться такой периодикой. А в Турции выпускается на радио еженедельно передача «Ногайща насихатляр», нагайские напутствия. Прекрасно. Мне кажется, огромный задел для того, чтобы нагайский язык еще существовал и даже развивался. Вообще, на территории России принято считать, что нагайцев проживает около 210 тысяч. Но, как я уже сказала, посчитать точное число нагайцев во всем мире нереально. Ну и как и любой другой нации, наверное. Самоназвание. Тут с названием на самом деле не так много разночтений, потому что в 13 веке был такой бек Нагай. И именно он собрал племена. Это был золотоордынский предводитель, золотоордынский деятель. Он собрал вокруг себя сторонников, которые стали называться нагаями. У нас такая история уже была. Был такой хан Узбек, который вокруг себя тоже собирал народы. И сейчас они носят его имя. И под этим этнонимом Нагай собралось кочевое и полукочевое население, которое жило между Дунаем, Доном, Кубанью, Тереком, Волгой, Уралом и Эмбой. Ну, примерно там, где сейчас тюрки и обитают. Я часто спрашиваю у Айнура об известных представителях тех или иных тюркских народов. Некоторых он знает, некоторых нет. Но сейчас я думаю, что Айнур без промедлений скажет самую известную нагайскую женщину. Как Конечно, звали? это казанская царица Сюмбике. Сюмбике Юсуфовна. Да, дочь нагайского бия Юсуфа, от которого еще берет род Юсуповых. Именно, да. И кроме того, мало того, что у нас есть башня Сюмбике, ну, ее так просто в народе как бы называют, но она есть. Про Сюмбике помнят в Казани, даже пытаются поставить ей памятник. Надеюсь, это когда-нибудь случится. И улицу Баумана хотят переименовать в улицу Сюмбике. А в прошлом в Казани была улица, которая называлась Нагайская. Ну, это был Нагайский тракт. Сейчас это современная улица Баумана. На улице Баумана стоит отель, который называется Нагай. Вот так вот все переплелось в современной казанской истории. И говоря об известных представителях, я не могу не сказать об Исламе Сатырове. Это современный музыкант, он поет на нагайском языке, прекрасно это делает, периодически приезжает в Казань, выступает здесь на различных фестивалях и замечательно это делает, всем советую послушать его музыку. И еще, я думаю, важно тоже рассказать, возможно, не все знают, в одном из нагайских аулов местная жительница, девушка, вышла с такой инициативой проводить в деревне детский лагерь, он называется Балпанлар.
Балалар. Туда тоже ездят некоторые мои знакомые в качестве вожатых, татарские девушки, и прекрасно отзываются об этом месте, говорят, что там очень душевно и радостно, и если не забудем, мы обязательно прикрепим материалы, где рассказывается об этом лагере. Современное положение народа. Нагайцы – одни из немногих тюркских народов, у которых не оказалось своего территориального образования. В советское время их традиционные ценности входили в Ставропольский край, в Чечено-Ингушскую ССР, в Дагестанскую ССР. В 90-х годах нагайцы пытались оспорить это решение и создать собственную Ногайскую республику. Но, как мы понимаем, ничего из этого не получилось. Но в Карачаево-Черкесии существует Ногайский район. Вот, Айнур, как ты думаешь, по внутренним ощущениям, когда он там появился? В какое время? Недавно? Видимо, да, раз ты вопрос такой задаешь. Раз я спрашиваю, ну не знаю, может быть еще в советское время, или в современной России, или в 90-е. Наверное, в современной России. Да, в современной России. В 2006 году референдум провели и подтвердили, что в Карачаево-Черкесии будет Ногайский район. Самое интересное, что я нашла про нагайцев. Нагайцы есть во всех субъектах Российской Федерации, согласно переписи 2010 года, потому что переписи прошлого года мы пока не знаем результатов. Так вот, в России есть один единственный субъект, где не учтен ни один нагайц. Есть предположение, Айнур, где это? Это Поволжье. Чуваши. Мордовия, почти ты был рядом. Двигаемся дальше, и с территории Северного Кавказа мы переезжаем в Европу. Это Молдова и народ... Гагаузы. Да. Гагаузов по разным оценкам не больше 200 тысяч. Есть такая цифра, как 177 тысяч. Они проживают на юге Молдавии, в Одесской области Украины. И гагаузы – это один из немногих тюркских народов, которые исповедуют православие. Мы про религию не так часто говорим, но на таком месте акцентируем внимание. У нас в Татарстане есть кряшины, и вот гагаузы. Есть чуваши еще рядом с Татарстаном, да. Да. На сегодняшний день интересно, что нет ни одного исторического документа, который написан ранее 19 века, где упоминаются гагаузы. То есть впервые гагаузы упоминаются не так давно, и поэтому у историков нет единого мнения, откуда они пошли и какая вообще история у этого народа. Ну и вот я знаю, что там много разных версий было, что типа турки говорят, что это типа там турки, болгары говорят, что это болгары, которые отуречились и так далее и тому подобное. Ну и само слово гагаузы, например, очень похоже на агузы. Угу. Гагаузский язык стал письменным не так давно, только в 1957 году. И сейчас это официальный язык наряду с молдавским и русским, ну, соответственно, в Гагаузии. И ближайший язык ему родственный, на который он похож, это турецкий язык. Но под влиянием славянских языков, под влиянием в том числе русского языка, гагаузский язык отличается от тюркских своим синтаксисом. Очень сложное слово, но сейчас объясню попроще. Вот в тюркских языках глагол он становится в конце предложения. Вот если часто говоришь на русском, потом, например, трудно перейти на татарский, потому что ты глагол не туда ставишь, и это прям очень заметно в речи. Так вот, в гагаузском языке теперь сказуемое стоит так же, как и в славянских языках, то есть переменились местами слова в предложении. Гагаузы раньше использовали кириллицу, с 1996 года стали использовать латиницу. Откуда появилось название гагаузы? У самих гагаузов есть популярная версия, что этноним образовался от слияния двух слов – гага – клюв или нос, и ус – прямой. Объяснение названия говорится, что сколько клюв не гни, он останется прямым, и также гагаузы идут прямо по своему пути. Ну, чисто сразу заметно, что народ сам себе придумал название. Еще одна версия связана с версией происхождения гагаузов от племени агузов. Согласно этой теории, этноним произошел от тюркского выражения «гёк-огуз», что значит «синие небесные агузы». Но вот с представителями известными этого народа нам тоже будет непросто. Я, например, не знаю ни одного. Может, мы их знаем просто как молдаван? Может такое быть? Возможно. Но вот я себе выписала, как я уже практически на каждом народе, где мы затрудняемся назвать представителей, мы называем основателей литературы. Да? Ну, потому что нам понятно, на кого ориентироваться. Так вот, у гагаузов это Дмитрий Карачобан.
Современное положение народа. Гагаузы проживают на территории Молдавии. У гагаузов есть собственное автономное территориальное образование со столицей в городе Комрат. Говоря про Молдову, естественно, нельзя обойти вниманием и проблему Приднестровья. В то время, когда шли войны в этом регионе, в Гагаузии было сравнительно все мирно. Хотя гагаузы тоже провозгласили независимость и хотели остаться в Союзе. И некоторое время существовала даже такая непризнанная республика Гагаузия. Это было непризнанное государство. И в тот момент, когда оно считалось непризнанным государством, на флаге этого государства была голова волка. И в начале 90-х, в 1994 году, парламент Молдовии принял закон об особом правовом статусе Гагаузии. Кстати, Гагаузию еще называют как Гагаус-Эри, Гагаус-Жере. И в 1999 году Гагаузия как автономное территориальное образование уже закрепилась в Конституции страны Молдовы. Значительную поддержку гагаузам оказывает Турция, в том числе даже в каких-то бытовых вопросах, например, устраивает систему водоснабжения. И со второй половины 2000-х политические трения между Молдовой и Гагаузией стали все сложнее и все чаще появляться. Например, в 2014 году в Гагаузии прошел референдум. Он прошел не весной, а 2 февраля. И 98% участников этого референдума поддержали решение войти в таможенный союз Евразес. И высказались за отложенный статус автономии. Что это значит? Это дает право Гагаузии выйти из состава Молдовии в том случае, если Молдова потеряет независимость. Ну, естественно, власти Молдовии признали результаты референдума недействительными. Существует также Всемирный конгресс гагаузов. Они собираются раз в 3 года, начиная с 2006 года. Значит, следующий конгресс пройдет когда? В 2024 году пройдет следующий Всемирный конгресс гагаузов. Двигаемся дальше. Следующий народ – балкарцы. Говоря об их численности, скажем, что в интернете существует цифра в 113 тысяч. Подавляющее число балкарцев живет в Кабардино-Балкарии. Также есть и балкарцы на территории Казахстана и Киргизии, куда они были депортированы во время Великой Отечественной. И также балкарцы проживают на территории Турции, куда они тоже переселялись. Балкарский язык государственной в республике Кабардино. Балкария. Балкария. Должны были все вместе повторять. Причем карачаево-балкарский язык, он признан государственным в обеих республиках. И в Карачаево-Черкесии, и в Кабардино-Балкарии. Карачаевцы и балкарцы понимают друг друга без переводчиков. Единственное, у них есть некоторые отличия в написании слов и в синтаксисе предложений. Но устную и письменную речь они понимают друг друга абсолютно. Что интересно, вот когда мы говорили о карачаевцах, я сказала, что попозже еще, когда будем говорить про балкарцев, расскажу поподробнее немножко об этом народе. Вот есть карачаевцы и балкарцы, это практически один народ, можно так сказать. Надеюсь, карачаевцы и балкарцы на меня не обидятся. Но когда языки настолько похожи, например, как татары и башкиры, то можно говорить о каком-то... Надеюсь, не обидятся татары и башкиры. Можно говорить о каком-то схожем происхождении и общей истории, которая была когда-то, потому что язык – это идеальный маркер для того, чтобы на него опираться. Карачаевцы живут в отдельной республике, балкарцы живут в другой республике. И карачаевцы в Карачаево-Черкесии, их меньше, чем черкесов. А вот балкарцев в Кабардино-Балкарии больше, чем кабардинцев. Вот так вот их поделили по такому территориальному признаку. На карачаево-балкарском языке выходят газеты, журналы, работает телевидение, издаются книги. Прекрасно, даже, по-моему, преподаются в школе балкарский язык. Такой же путь проделала письменность балкарского языка. Это арабская письменность, латинский алфавит и кириллический, который используется сейчас. Айнур, я тебе сейчас скажу слово на балкарском языке. Давай. Шалгышыларыбызны кыладандыла. Давай вот... Шалгышы. Это кто? Шалгы. Лыжи? Yok, шалгы. А шалгы – это коса. Коса. А шалгышы – косарь. Тот, который косит. Да. Шалгышылар. Косари. Да. Шалгышыларыбыз. Наши косари. Да. Шалгышыларыбызныкы.
Наших косарей. Да. Дальше идут аффиксы, которых в татарском языке нету, поэтому будет сложнее. Но вот это слово «шалгашиларыбызнакаладандыла», они одни из тех, кто принадлежит нашим косарям. И это всего лишь одно слово. Да. Оно вот очень длинное. Мы его, может быть, сюда выведем даже. Но это вот одно слово. Но это такая особенность тюркских языков, где нету приставок, но есть аффиксы. И аффиксы, они могут обозначать там целое предложение. Давай, Калсу, скажи вот это известное татарское слово, там самое длинное. Канагатландырльмаганлигагыздан. Да, кто переведет, пишите в комментарии. Ну, татары, я думаю, знают, это такой известный мем нам. Ну, не татары не пишите, а вот не татары пишите. Напишите. И еще мне понравилась такая особенность, на нее почему-то многие балкарские филологи обращают внимание, что в балкарском языке глагольные рифмы под запретом. В стихах глагольные рифмы под запретом. Блин, ну так это же самая фишка всех тюркских песен. В татарском языке они тоже запрещены, но некоторые пользуются этим В приемом. смысле запрещены? Ну, в смысле, они официально, естественно, не запрещены, но их использование, ну, как бы сразу снижает твой уровень как поэта. Да, блин, миллион песен. Только... Например? Да вообще. Так вот, я пока готовилась к ролику, нашла очень классный материал про карачаево-балкарский язык на портале Постнаука, и мы обязательно дадим ссылку на него. Я всем советую почитать, там очень интересно рассказано про эти языки. Откуда берется название балкарцы, балкарский вообще? Можно я вот скажу, я быстренько, вот ты сейчас скажешь, правда или нет? Давай. Вот есть такая же версия, что это как раз-таки типа булгары, которые отправились на Кавказ, и типа болгары, балкары, типа похоже. Да. Но я вот когда на тюркском форуме спрашивал у балкарцев, они говорят, типа нет. Нет. Ну, да, ну, это одна из версий, но никто не знает на самом деле, как было. Возможно, происходит от русского варианта «малкар», жители ущелья Малкар, малкарцы, балкарцы. От названия булгары, вот болгары, как уже озвучил Айнур. Само название балкарцев, они ведь себя не балкарцами называют. Они еще Таула. Таула, горцы. Горцы. Ничего себе. И вот я нашла такую интересную легенду. У русских эмблемой является береза, у испанцев гитара, у казахов домбра, а у балкарцев камень. Балкарцы говорят, что их душа из камня, и вы никогда не увидите, чтобы балкарец как-то неуважительно оттолкнул камень, упавший на дорогу. Он бережно берет и тихо ставит его на обочину. Вот такое вот отношение к камням. Опять-таки скажу про карачаевцев и балкарцев. Да? Они живут вот рядом, и карачаевцы повсеместно называют друг друга карачайла, ну, карачаевцы. А вот у балкарцев нет такого, что они все друг друга называют таула, и сохраняются местные самоназвания. Чигемец, ну, из Чигема, да, кто? Халамец, безингиец и так далее. Переходим к известным представителям балкарского народа. Кого ты можешь назвать, Айнур? Слушай, вот я не уверен, что они балкарцы, но есть очень много вот кавказцев сейчас в стендапе и в юморе. Они как раз-таки из Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Ну, один точно себя называет балкарцем. Вот это кто-то типа из вот этих вот ребят Тамбир, Рептилоид и... Это Расул Чебдаров. Чебдаров. У него же есть даже прекрасное интервью, которое он записывал там в Кабардино-Балкарии в горах. Ага, ну классно. И, возможно, ты слышал такую фамилию, как Тимирканов. Юрий Тимирканов. Это очень известный дирижер. Он был в свое время художественным руководителем Мариинки. Он тоже выходец из Кабардино-Балкарии. Угу. Ну и к известным представителям Кабардино-Балкарии не могу не отнести своих друзей из Нальчика. Айсулу Хамрустем Сезге Салям. Балкарцы проживают в Кабардино-Балкарии. В 90-е балкарский народ хотел отделяться. Ну, в тот самый в парад суверенитетов, когда отделялись все, кто мог. Ну, то есть отделиться не от страны, а от республики Кабардино-Балкарии и создать свое отдельное территориальное образование. Но проблема осталась нерешенной, и осталась на карте страны республика Кабардино-Балкария. Я уже говорила, что балкарцев в Кабардино-Балкарии больше кабардинцев, а карачаевцев меньше, чем черкесов. Но при этом в Кабардино-Балкарии во власти больше кабардинцев, хотя численности их меньше. А вот в Карачаево-Черкесии карачаевцев больше во власти. В том числе и глава республики тоже карачаевец.
И периодически между этими двумя республиками происходят такие межнациональные стычки. Например, они делят гору Эльбрус, чья же она все-таки, кабардинцев или карачаевцев. Или национальный костюм черкеска, кто же ее все-таки выдумал и кто первый надел. И даже блюда национальной кухни они делят между собой, кто все-таки первый придумал айран. Немногочисленный тюркский народ салары. Он проживает на территории Китая, и их всего лишь 105 тысяч примерно. Салары, скорее всего, потомки тюркменского племени Салар и самоназвание Югур Саларлар или Салар. Саларский язык есть такой у саларов. Он развивался под влиянием китайского языка, тибетского языка, и сейчас он существует в латинской письменности. Но в основном салары используют китайский язык для каких-то документов, для писем, используют язык того государства, на территории которого проживают. А саларский язык используется больше как бытовой или как разговорный для общения между такими же саларцами. Интересно, что изначально, исторически, язык не имел письменности, но иногда встречаются источники, где саларские слова записаны на арабице. В некоторых роликах мы уже говорили про 24 агузских племени. Так вот, салары — это одно из тех самых 24 агузских или ранних туркменских племен, ведущих свое происхождение от еще того самого Агус-хана. Но известных саларцев мы, скорее всего, не назовем. Более того, даже легкое гугление тоже мне не выдало таких результатов. Скорее всего, они все растворились в Китайской Народной Республике. На территории современного Китая салары признаны национальным меньшинством и, соответственно, обладают всеми правами, которые такие народы на территории Китая имеют. В 1954 году Сюньхуа получил статус автономного уезда саларской национальности. И в 80-м году был основан Саларский автономный уезд. То есть какая-никакая территориальность у этого народа существует. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Если вам нравятся наши ролики про тюрков, обязательно ставьте лайк и посмотрите все выпуски, которые были до этого. И ждите следующие выпуски, они будут, потому что тюркских народов еще много, и мы расскажем про всех. Да, спасибо большое, что посмотрели этот ролик. Это уже 5-й выпуск про тюрков. Будет 6-й, 7-й, еще и 8-й даже. Поэтому еще увидимся. Пока!